Ну, я набираю, стараюсь по крупным пятнам цветовым. Затем их наношу рисунок и выделяю те детали, те формы, которые меня интересуют. Главное выделяю, а остальное, второстепенное, я не обращаю внимания. Но это сам жанр этюд с натуры, поэтому он сам за себя, как говорит здесь в этом плане. Ну, потом идет прорисовка. Главное схватить большие формы и в цвете их постараться передать, попасть в настроение, которое в данный момент существует. Александр Борисович, основное свое время вы проводите, проживаете в городе Санкт-Петербург. Но при всем этом вы участвуете во всех выставках, которые проходят на территории Абхазии, можно сказать, в этом выставочном зале. Насколько для вас это важно? Для художника участие в любой выставке – это, можно сказать, художник раскрывается, и он на самом деле дает ему возможность посмотреть себя в целом со стороны, с другими художниками, посмотреть, как его работы сочетаются с авторами, которые работают в разных жанрах. И в этом случае выставочный зал, он дает такую возможность. И независимости, какая площадка, где выставляется художник. Но так как я сам коренной житель Сухума, и для меня это не то, что важно, это моя жизнь, это внутреннее, с рождения. И то, что я вижу, то, что я чувствую, вне зависимости от того, где я нахожусь, как я передвигаюсь, корни изначальные и то жизненное пространство, которое меня, можно сказать так, создало как художника, для меня это вдвойне важно. Вы участвуете во многих выставках в Санкт-Петербурге, за пределами Российской Федерации, за рубежом очень часто выставляются ваши работы. Могли бы вы сравнить этот контраст, он ощущается? Вы знаете, не имеет значения, где ты выставляешься, какие залы. Самое главное – это какой уровень. А независимости – это маленький город, провинция или большой город, где есть свой уровень определенный, есть высокий, есть довольно разносторонний. И это совершенно не имеет значения, потому что также, начиная изначально выставляться еще как только Союз художников вступил, Союз художников в Абхазии, это было 80-е годы, тогда небольшими работами, потом более интенсивными, крупными работами и пока композициями. И это все сказывалось от окружения, которое было вокруг. Многое приходилось учиться и у своих коллег, у старших коллег. Поэтому размер не имеет значения. Главное, что есть уровень. Палитра на самом деле гораздо шире, и вот такой конкретики синий, белый, ведь все состоит из дополнительных цветов. И поэтому здесь прибегать именно таким, можно сказать, характеристикам, кто-то прибегает, кто-то это игнорирует. Как дополнение остальное все уже идет, все тона, цвета. И, конечно, все цвета создают из дополнительных цветов, и там много разных оттенков, поэтому создается такое, как бы на первый взгляд, впечатление, что это ровно один тон, а на самом деле очень много
полутонов, валеров и нюансов. Как в джазе, да? Вот джаз слушаем. Так и здесь. Once too often, you're gonna step out once too often. I'm getting mighty sick and tired of toting a torch for you. So just be careful, brother. I too can find another. Александр Борисович, в одном из ваших интервью вы говорили о том, что, вот цитирую, мы часто собирались в кафе «Амра», анализировали новые веяния в мировой культуре. Это, правда, были, наверное, как сейчас принято говорить, хорошие времена, но «Амра» сейчас не функционирует. Где и в какой обстановке вы встречаетесь со своими друзьями, коллегами здесь? В основном это сейчас на набережной колоннады. Там собирается, можно сказать, боевая единица сухумских художников, которые постоянно, помимо коммерческой, можно сказать, идеи у них, они еще обмениваются информацией. Затем кто-то приносит новые работы, кто-то старается там же писать, делать. Появился такой островок передвиженцев, что ли, передвижников, который вот продолжает вот ту плеяду художников, которые были вот 90-х, амбритян. Ну, их, конечно, из старшего поколения не так уж много осталось, но молодежь подтягивается, она энергичная, интенсивная такая, старается как бы быть в курсе всех творческих событий, и какие-то обсуждения, какие-то вот новые появляются художники, которые, ну, были в стороне, ну, поколение растет, подрастает. Ваша молодость, как она проходила и как проходит молодость тех ребят, вот новая плеяда художников, о которых вы говорите, какие были возможности у вас, какие возможности сейчас, чего им не хватает, на ваш взгляд? Ну, я не знаю, сейчас колоссальные возможности, сейчас столько информации, что она даже бывает очень лишняя, потому что ты не можешь сосредоточиться. А раньше мы, когда вот встречались, приезжали, какая-то литература попадалась очень интересная о художниках и то, что происходило за пределами Советского Союза. Какие-то выставки мы часто вот собирались, выезжали. Затем многие художники учились в разных городах Советского Союза, там, и с Украины, в Москве, в Питере, в других регионах. И был такой синтез, такое обогащение разных школ, разных течений, разных взглядов. И за счет этого в Сухуме очень была такая атмосфера, очень творческая, очень много не только художников, но и скульпторов, и поэты к нам приходили. Была такая атмосфера, ну, можно сказать, мы все грезили Западом, все мечтали. Но сейчас вот, пожалуйста, езжай куда хочешь, смотри. Но такого вот состояния все-таки навряд ли будет и было. Потому что когда очень много информации, ты становишься, все хочешь схватить, и не успеваешь вот главное увидеть. А творчество вообще, оно любит спокойствие, оно любит вдумчивости, созерцание. И вот когда такая вот суета, все быстро проходит, и у тебя не остается уже время как бы на созидание. Вот многие художники, особенно вот взять эпохи Возрождения разные, они путешествовали
А какое-то время они возвращались к себе в провинцию, домой. Им ничего не надо было, они создавали вот этот опыт накопленный, это то, что они увидели. Ну, наверное, для каждого художника настает такое время, что он перерабатывает увиденное, и то, что он раньше мог просто вообразить, он сам лично уже свое состояние передает в той технике, которой он располагает и работает. Нужно сказать о том, что в последние годы очень много работ молодых художников. На каком этапе сейчас творчество в Абхазии? Вот каким вы его видите? Как вы можете оценить работы молодых художников? Сквозь свой опыт можете на это все взглянуть? Ну, вы знаете, вообще оценивает зритель. И в Абхазии сложилась сейчас уникальная такая атмосфера, потому что многие художники также не только здесь учились, но и в России. И вот эта разность школ, соответственно, уровень. И появились художники, которые довольно очень перспективные и хорошие мастера, вне зависимости, что возраст в этом случае тоже не играет Ну значения. вот сейчас мы в Центральном выставочном зале, тут выставлены работы наших современников, наших художников. Какую работу вы могли бы выделить? Ну, я вообще больше люблю работы. Каждый художник любит то, что ему более близко, то, что он сам представляет. Есть очень живописные вещи, есть довольно такие, ну, можно сказать, художники взаимствованные, которые у классиков. Вот мне нравятся отдельные работы. Не могу сказать, что как бы особо выделить, потому что кого-то выделишь, а кто-то... Ну, вот этот стиль мне очень нравится, эти работы. Вот они. Здесь есть такая сдержанность, глубина, вот натюрморте. Да, блин. Работа Руслана Да, Гаврия. да, он довольно такой серьезный художник, вдумчивый, очень такое решение. Вот тоже очень интересная такая работа Ласурия. Он Чем-то характер. похож на ваш стиль. Ну, возможно, это цвета. Я думаю, он, скорее всего, отталкивается от Дюфи. Любит, наверное, Дюфи, но это все равно скажется со временем, с практикой. Ты привыкаешь к любимому художнику, а потом начинаешь постепенно его вытеснять. И по чуть-чуть уже появляешься сам, как говорится, нарождаешься. Вот этот самый сложный момент для художника и самый основной. Потому что быть под влиянием очень сложно выходить из этого. Но все же проходят какой-то определенный этап. Вы же тоже наверняка с кем-то ассоциировали свои работы. Разумеется. И экспрессионисты особенно, ну, можно сказать, Ван Гог, тот Матисс. А потом всегда все южные города, они вот близкие друг другу. И вот наша школа, наш уровень, он ближе вот средиземноморскому такому пейзажу склонен, да. И вот когда вот зарубежные выставки особенно, многие замечают это и даже путают там с Францией, с Испанией, потому что та природа, которая близко, и когда зритель смотрит, он это чувствует. Что в природе Абхазии очень важно, вот эта передача состояния влажности, состояние, вот мало того, что солнце везде, оно разное, но этот особый микроклимат, он, конечно, очень влияет на живопись. И ты, когда долго не бываешь и работаешь, допустим, вот в Петербурге, и тогда твое зрение, твой глаз, он как-то меняет, ты этого не ощущаешь. Появляется какая-то сухость, появляется
более такие нюансы, которые ты не замечаешь. А здесь вот когда приходится ходить часто на этюды, ты поглощаешься и хочешь это передать, поймать это состояние. Вы как-то рассказывали о том, что работы, написанные именно в Абхазии, очень часто зрителями сравниваются с пейзажами Франции. Да, да. Вот. И как вы воспринимаете такое сравнение? Ну, вы знаете, мне это очень нравится, льстит, потому что красота, она везде красота, она, можно сказать, не разделена ни на границы, ни на условности, она присутствует везде. И самое главное, чтобы ее прочувствовали и увидели. Поэтому мне это, конечно, очень приятно. Ваше творчество можно разделить на сухумский и петербургский периоды. Чем отличаются эти два периода? Знаете, благодаря тому, что разные школы, я считаю, что это мне больше дало глубины, диапазон. Я стал писать композиции, потом более усложнил живописные технологии, техники. Все-таки школа, она и школа. И ты, когда вращаешься в разных школах, это обогащает художника. Он становится более восприимчив, но не только к тому, что вот где он создал, где он видел, но и те художники, которые в других странах, в других городах, в других школах. Это все передается фактически на таком подсознательном уровне. Ты забываешь об этом, но увиденное у тебя как бы переходит на твой холст, трансформируется. Потому что художник должен много видеть, много путешествовать, много волноваться, но не переволноваться. Почему? Потому что это вредно. Потому что когда бывают всплески негатива, они тоже дают положительный эффект, будоражат. А когда все время позитив, расслабляешься, ты начинаешь терять такую творческую почву. Твои идеи становятся более такие мягкие. Ты начинаешь ощущать мир в таком в розовом цвете. Ну, а когда вот бывают жизненные такие ситуации, они, конечно, вот показывают характер, именно характер художника, творчества, характер выдают. А вот этот характер, он у вас появился со временем или вот он был всегда? Особенно это вот период той трагедии, которая вот была в 92-м году, вот это все, это у меня был период работ, которые, ну, можно сказать, не совсем были характерны для меня, но вот это сопереживание и внутреннее состояние, она передавалась. И что самое интересное, что эти работы, они оказались одних из самых удачных, самых востребованных, и они раскрыли мое творчество совсем в другом аспекте. И я никогда не думал, что я буду именно в этом стиле и двигаться, и работать. Ну, художник без переживаний – это не художник. Поэтому это все взаимосвязано очень. Мы говорили уже о том, что ваши работы, они все-таки ассоциируются с счастьем, с радостью, вот с яркими красками. Можно ли говорить о том, что раз уж основная часть ваших работ вот такая, ваша жизнь наполнена радостью, счастьем и вот позитивными такими эмоциями? Вы подходите прямо внутрь. Ну, наверное, хотите услышать, чтобы я сказал, что да, действительно, я взял себе как бы на заметку, что вокруг иногда бывает столько негатива, и люди живут вне зависимости где и как, особенно в таком прекрасном месте, такая природа. Вот мы ходим многие и не видим, мы не чувствуем, мы понимаем, что у нас праздник. Надо, наверное, менять
часто ездит куда-то смотреть, общаться, ты начинаешь больше любить то, что ты имеешь, то, что ты чувствуешь каждый день, видишь. И я вот как бы вот этот праздник чувствую, праздник природы, праздник людей. Ведь не только природа создает праздник, но с людьми, которыми ты встречаешься, общаешься. Ну, просто тот круг, с кем приходилось общаться, часто вести там беседы об искусстве, переговоры, он довольно узкий круг. И они близкие по душе, по характеру. Независимо, они не обязательно художники, они люди других профессий. Но так или иначе, они тянутся к прекрасному, они тянутся к красоте, тянутся к положительным эмоциям. Когда работаю, я ничего не замечаю. На меня это не действует. Даже вот случайные прохожие, Нет. которые останавливаются, Они задают создают вопрос. такой театр одного актера. Понимаете, бывают иногда такие интересные вопросы, потом бывают очень интересные такие взгляды. Как-то писал, это было еще 80-е годы, все время ходил в ящики писал. Такие, с табачными сарайчиками, все. Потом пришли дети, крестьяне, долго смотрели, а мне там все уже прорисовалось. И он так, ну, наверное, лет 7-8 мальчику. Молодец, говорит, краска. Ну, это как бы, понимаете. И много таких вот бывает очень интересных вопросы, спрашивают. Даже материально иногда предлагают помочь. Мы, говорит, знаем, что краски дорогие и так далее. Ну, и это, вообще. Краски дорогие, художники бедные. Да, художники бедные, но это у нас как бы заведено. А вы вот насколько согласны с этим мнением? Бедные? Ну, что художник должен Не быть должен. обязательно Не должен быть бедным. не очень состоятельным, так скажем. Должен быть достаток, который позволяет ему спокойно работать. Вот и все. Вы очень много и очень часто говорите о своих педагогах. Можете рассказать какую-нибудь историю, связанную вот именно с вашими педагогами, которые оказали на вас такое сильное влияние, возможно? Мне с педагогами везло, начиная с художественной школы. Были прекрасные педагоги. Они постоянно, одни нас не ругали, а другие очень ругали. И те, кто ругали, они оказались правы. Но это приходит в детстве, откуда ты понимаешь. Потом дальше я, когда учился уже в вузе, там педагоги очень относились, и, можно сказать, благодаря им я вот не потерял себя как вот стиль, как художника, потому что когда меняется школа с южной на северную, ломать себя очень тяжело. Ты не можешь делать, как делают там, а делать, как здесь, нашу школу, она там не востребована. И вот это вот постоянно вот ты находился, как говорится, посерединочке. Но благодаря тому, что было правильно поставлено вот само все обучение и подход, я все-таки, наверное, считаю, что я выжил, я не утратил то, что вот у меня было наработано здесь, в Абхазии. Потому что это потерять, это найти, это один шанс из 1000, а может и больше. Потому что каждый художник мечтает, хоть, ну, не знаю, 0,1%, но чтобы это была его частичка и чтобы он как-то выделялся.
чтобы он как-то не был схож с теми школами, с теми художниками, которым он учил, которые он изучал. И ну, на сегодняшний вот день так говорят, что свой стиль как будто я нашел. Но я считаю, что вот для художника, вот для меня такое ощущение, что я вот только начинаю работать. Вот сейчас вот я вот только начинаю осознавать с тем опытом, с той практикой. И вот все хочется все время вот время тратить на работу, на работу. Один мой педагог в школе очень часто любил повторять одну фразу. Неспособных людей, детей, в принципе, не бывает. Есть те, кто прилагает усилия, работает над собой и приходит к чему-то, а есть просто бездельники. Как вы считаете, художник человек от Бога, талант врожденный, или все-таки это можно развить в себе? Вы знаете, я считаю, что любая профессия – это талант. И если ты ее осваиваешь, творчески подходишь, вне зависимости, чем ты занимаешься, это все-таки дано. Вот кому-то дано действительно, он играет музыкантом, кто-то рисует. Но это постоянный труд, а уже там, что кому дано от кого, это уже по его работе, и время само оно скажет. А действительно, дети все талантливые. С нами учились и в художественной школе, и в вузе. Одаренные, вот даешь себе оценку, более талантливые, более одаренные, но они растворились, потому что в этом случае нужно быть немножко фанатиком, немножко, как говорится, все-таки человеком, который вот знает, что Вы это фанатик? его. Да, я, наверное, я чем бы ни занимался, потому что было время, особенно вот в советский период, заказы, что-то, вот писали плакаты, потом работал художником, декоратором в ТЮЗе, в Азии. И потом, значит, все-таки я решил, что станковая живопись, я сам себе, вот когда вот я работаю, я не люблю, чтобы кто-то, ну, как бы не руководил, а кто-то еще был, кому-то подчинялся. А живопись любит свободу. Она не любит неорганизованность, но она любит свободу. Потому что если ты уже работаешь где-то там в театре, что-то, ты уже отвлечен, ты не можешь себя уже переключить. Это занимает очень много времени, это очень интересно, это очень интересная работа. Но ты должен тогда полностью посвятить себя. Вы говорите о том, что это экспрессионизм, но при всем этом есть какой-то такой, мне кажется, свой особый стиль Александра Бояджан, свои какие-то определенные дополнительные штрихи. Вот расскажите об этом. Секретами делитесь? Это не такой большой, как говорится, секрет. Просто я... То есть это не просто холст и не просто масло, образно говоря? Нет, тут смешанная техника, тут и холст, и масло, и что-то под ними еще. Значит, идет, значит, поталь, имитация, фольга. Это, можно сказать, такие идеи мне пришли после работы в театре, в кино, там часто использовались, и я стал, можно сказать, хулиганить, добавлять какие-то пробные, использовать это в живописи, потому что это получается, ну, не то что эклектично, во многом несовместимо, разные материалы. Все это пошло вот с работы да, в театре? Театр в мне кино. вот помог раскрепоститься и помог вносить именно вот в пейзаж какие-то вот такие театральные, декоративные моменты. Создать не просто пейзаж, а создать такой театр. И это как бы я стараюсь использовать еще современные разные вот технологии. Это сейчас такая есть возможность, подготовка перед тем, как начать писать, холст. И затем использовать те
кусочки там фольги, фактуры, которые будут подходить именно в том или ином сюжете. А все лишнее убирать. Педагог всегда говорил, бери главное, все лишнее убирай. И не бойся испортить, потому что это останется как боязнь, и ты ничего не создашь. Ну вот, по сей день стараюсь иногда похулиганить. Как только мы вошли вот в это новое старое пространство, вы сразу начали рассматривать и изучать. Что вас вдохновило, что успело Да вдохновить всё. уже? Вы посмотрите, какие полутона, какое состояние, как будто ты в Древнюю Грецию или Византию попал. Ведь это, ведь исходя от архитектура, как бы она именно в этом стиле, в этом направлении использована была архитекторами. И это вот эта пошарпанность, вот это вот все, она очень живописна, очень, ну просто шикарно. И хочется что-то, даже не хочется ничего вешать здесь, а просто любоваться, тут такая живопись, что... А если делать какие-то выставки, экспозиции, прекрасное место, просто прекрасно. Я думаю, это, ну, пока будет номер один без Амры. В ваших новых работах мы увидим что-нибудь Увидим. связанное? Вот эти колоннады, вот эти вот тона, потом вот эти проемы, они как бы идут как покадровый такой город. У меня есть композиция «Карусели». Значит, старый город, и там, значит, как бы вот идут такие проемы и фрагменты города. А карусель, еще в детстве бабушка меня водила около филармонии на карусель детская. Вот это вот наша карусель такая, и вот с такими вот сюжетами. То есть я очень благодарен, что мы сюда дошли. Наконец, я еще не был, и это даст мне новую идею. В общем, с гордостью через какое-то время, даст Бог, мы можем сказать, что вот благодаря нашей сегодняшней встрече появилось такое вдохновение, новая работа ваша. Мы будем очень рады. Александр Борисович, насколько мне известно, в вашей семье не было художников. Как так получилось, что вот вы выбрали именно это направление? Как случилось, что вы связали свою жизнь с творчеством? И не жалеете ли об этом? Если я второй раз бы родился, тоже хотел бы только художником быть. Но это благодаря моей маме, это она заметила. Мне было лет 7, а я 6, я лепил. Меня отвели, значит... Из пластилина? Да, я не рисовал, лепил. У меня горы было маленьких скульптурах. И мама меня отвела в Дом пионеров, где это мой постоянный пейзаж. Да-да-да, Отель, рядом отель с Сан-Ремо, да, гостиницей бывшая Рица. да. И там вот был Дом пионеров на последнем этаже. Мы пришли туда, если у вас здесь для детей по лепке отделение. Нет, у нас только есть по рисованию. И вот я стал рисовать. Затем, значит, были вот выставки, когда я вижу мир, 70-й год. У меня осталась эта книжка. Там 4 сухумских художника. Значит, там написано, значит, домик на воде. Это Амра. Я ее нарисовал, мне было, да. И вот мы взяли 4 международные призы. Затем, значит, были выставки вот в Иран, Сомали, раньше в советское время. Тоже есть грамоты. И вот с тех пор, значит, я большую часть, я был вовлечен, потому что в школе я, как говорится, в школе мы всех хулиганили. А я сидел на математике и рисовал, там вид красивый был. Ну, меня моя учительница по математике, ах, ты рисуешь на это, 2 тебе, говорит, по математике. И мне даже пришлось один раз пересдавать летом. Меня так наказали. Я летом пересдавал математику. В 1990 году, если я не ошибаюсь, вы уехали в Санкт-Петербург. Да, была выставка такая. Вот хочу узнать, с чем это было связано. Вам было тесно в Абхазии? Нет. Или были какие-то определенные перспективы? Я ездил поступать, учиться. Затем были постоянные какие-то выставки.
Затем была большая выставка к столетию Ван Гога. Там было представлено довольно немаленькое количество скульпторов и художников Абхазии. Это была такая галерея «Палитра». Мы представляли, значит, Абхазию. И так потом сложилось, что я как-то почувствовал этот город, это состояние, все. И никогда не думал, что я буду в Петербурге. Никогда. Ну, судьба. Ну вот, можно сказать, без Петербурга я бы, наверное, был бы половина творчества, которого я бы вот доносил бы сегодня. Что вам дал этот город, если вот в 2 словах говорить? В 2 словах мне очень много дали люди, с которыми я общался. В творческой среде и нетворческой среде. Та атмосфера и то состояние, и то все, что там происходило, творческие события, другие, это огромный отпечаток на меня отложило. Сейчас есть все у наших молодых художников. С одной стороны есть все, а с другой стороны у них нет этих возможностей расширить свой горизонт, свое мировоззрение, пообщаться лишний раз с людьми из своей же среды, но не вариться в собственном соку, а выезжать частенько, принимать участие в выставках и так далее. У них этой возможности нет. И насколько это вот проявляется, насколько это вот видно, глядя на их работы, общаясь с ними. Это очень сильно мешает, конечно, потому что раньше было огромное пространство, мы свободно передвигались и могли общаться на огромном пространстве. А сейчас, конечно, и экономически сложнее, конечно, стало. Это сказывается. Но в любой сложности есть свои плюсы. Есть художники, которые самодостаточные. Сейчас можно вот через интернет много информации получать. Они углубляются. Для саморазвития, для постоянного, можно сказать, такого тренинга не обязательно постоянно там куда-то ездить и быть. Достаточно вот именно вот ты сам поставил себе цель, задачу, и если она тебе интересна, ты ее решаешь, и ты ее делаешь так, как ты ее чувствуешь. А можно просто везде ездить, везде смотреть, все это, и это все будет проходить, это будет ничего не интересовать, это чужое. А самое главное и самая сила в художнике – это то, что он чувствует свое. Вот где. Если он не востребован, где он родился, что он создает, где это, он навряд ли будет востребован за ее пределами. Мне всегда говорили, даже на Западе, ну вот у вас столько выставок, столько это, вы много работаете, значит вы востребованный художник. Если вы востребованы у себя на родине, значит вы будете востребованы и не только у себя. Почему? Потому что искусство, оно без границ. Оно не имеет границ. А вы себя считаете сухумским художником или? Ну да. Родной город. Александр Борисович, вы рассказывали о том, что где-то тут был кружок рисования. Вот на последнем куда этаже, ходили. да, там на чердаке даже, да. Прямо на последнем этаже? Да, да, вот не в Рице, а вот рядом вход. Ага. Это было такое время очень. Наверняка какие-то особенные воспоминания связаны с этим периодом. Ну, конечно. Ну, правда, это детство, но все равно. Это очень такой период был. Познание, все как губка. Все, что педагоги передавали, все впитывал, старался впитывать. В последние годы, мне так кажется, опять-таки, по моим внутренним, моим личным ощущениям, ценителей прекрасного у нас в Абхазии стало больше, гораздо больше. Особенно вот я вижу, что много творческой молодежи, если даже они не занимаются там, творчеством, не рисуют, не поют, не танцуют, но вот ценят, понимают, хотят разбираться в этом. И это даже как-то модно стало, мне кажется. Насколько вы со мной согласны и замечаете ли вы
такую тенденцию? Ну, вы знаете, я вам что скажу. Не зря же Абхазию называют страна души. Это у каждого ген такой. Когда ты жив... Почему? Когда ребенок рождается в Италии и с рождения видит красоту, почему там столько много художников, столько много творческих людей? Это все зависит от той среды, где ты обитаешь. И хочешь, не хочешь, это проявляется. Это проявляется через поколение. Взять вот наше поколение, взять более старшее поколение. Ведь в Сухуми сколько было много очень художников, скульпторов и так далее. Это же не прилетело ниоткуда. Это их дети, это их внуки. Это остается внутри, если она есть внутри, вне зависимости от того, что ты даже можешь через поколение не заниматься этим, но это проявляется. Тут располагает, тут все располагает. Просто надо это увидеть и почувствовать. Еще зависит, конечно, от семьи, от окружения, с кем общаешься. Ну, сам город небольшой, все и про всех видно, как говорится, на ладони. И это очень хорошая тенденция, что все стараются вот именно проявить себе, вот гуманитарии, проявить себя вот именно вот к красоте, к творчеству. Это очень хорошая тенденция. Это, можно сказать, может быть, движение к новому ренессансу.